Финал Республиканской олимпиады по избирательному праву совпал с рабочим визитом в регион Владимира Чурова. Так что финалистам конкурса выпала честь блеснуть знаниями перед председателем Центра избиркома России и участниками межрегионального семинар-совещания. Столичные гости поделились своими впечатлениями о Чечне. Я очень рад приветствовать здесь чеченскую молодежь, поколение, которое благодаря совместной работе старшего поколения, благодаря заслугам Ахмата Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, его команды, получила возможность жить и учиться в мирной стране. В ходе отборочных туров сначала на районном, а затем и межрайонном уровне в финал вышли 4 команды, представляющие Нажаюртовский, Урус-Мартановский, Шатойский и Наурский муниципалитеты. Они и будут бороться за звание лучшей команды. Перед началом состязания к школьникам обратился Владимир Чуров. Вам предстоит работать, превращать страну в цветущий рай, сохранять здесь мир, спокойствие, вносить свой вклад в развитие всей России. Ответы участников оценивает строгое жюри. Члены чеченского избиркома. Школьникам предстоит пройти 6 туров. Приветствие, разминка, тестирование, моя предвыборная кампания, битва капитанов и вопросы от Чурова. Кстати, идею проведения последнего этапа предложил сам председатель Центра избиркома. Нас приятно удивляет то, что ребята достаточно для своего уровня очень хорошо владеют избирательным правом. Было предложено избирательным комиссиям субъектов со стороны руководства Центра избиркома России брать вот таких одаренных старшеклассников на заметку, что впредь в будущем из них можно было бы формировать кадры резервы участковых или других территориальных избирательных комиссий. Малика Цукуева – капитан команды Нажаюртовского района. На сегодняшней Олимпиаде их муниципалитет занял 2-е место. Для победы не хватило всего несколько баллов. Но, как признается наша героиня, главное не победа, а участие. Игра началась очень давно. Первый тур состоялся в школе, потом был 2-й тур, это районный тур. После победы там у нас был еще 3-й тур между другими районами. Там мы заняли 1-е место, а тут как-то не повезло. Этот конкурс стал для меня очень большим опытом на будущее. И даже если не 1-е место, я очень рада. В течение нескольких часов каждая из команд продемонстрировала хорошие знания в избирательном законодательстве, о чем свидетельствуют и грамоты, врученные каждому из участников самим Владимиром Чуровым. В своем выступлении он отметил, что не важно, какое место заняла команда, важно другое. Каждый из участников уже осознает, что у него есть право выбора. Один из знаменитых хадисов, вот давно учился, забыл фамилию, сказал, что знающий на 700 степеней отличается выше от просто верующего. Каждое расстояние между которыми равно, по-моему, 500 годам. Вы показали свое знание. Дай Бог, что вам в жизни пригодилось, и вы достигли успеха всего, чего вы желаете. Победителями конкурса стали ребята из Урус-Мартановского района. 2-е и 3-е места достались Нажаюрту и Шатою. Каждого ждали памятные подарки и благодарственные письма. Впрочем, это не все приятные новости. Выступления малышей, воспитанников Гудермесского дома творчества никого не оставили равнодушными. А председатель избирательной комиссии города Севастополь пригласил наших ребят на Черноморское побережье на празднование Дня Победы. Ахмед Джабраилов, Муслим Типаев и Джамал Хаджалиев. Новости.